Срочно! Плохая новость. Гражданин РФ Максут Ибрагимов, по всей видимости, похищен неизвестными людьми, возможно, спецслужбами. Похоже, что россиян, неугодных власти и дружественным режимам, начали лишать гражданства задним числом. И это очень плохая новость. Мало кто знает, что по количеству мигрантов наша страна занимает почти лидирующие позиции среди стран Европы. В одну только Москву ежегодно прибывает около 4 миллионов иностранцев, чтобы навсегда раствориться на просторах нашей Родины. Долгое время считалось, что мигранты – это выгодно для российской экономики. Однако теперь выясняется, что это не совсем так. На рабском труде выходцев из Азии наша экономика и сама чернеет на глазах. На рабском труде выходцев из Азии наша экономика и сама чернеет на глазах. На рабском труде выходцев из Азии наша экономика и сама чернеет на глазах. Вот вы как человек, который долго занимается вопросом нелегальной миграции, вопросом изнутри самого Таджикистана, скажите, пожалуйста, как они образуются, эти мигранты, как они приезжают, что заставляет этих людей приезжать к нам и становиться преступниками? Пожалуйста, Сават. Во-первых, я хочу вас немножко поправить. В одном, мы все хором, мы все правозащитники, националисты, борцы против нелегальной миграции боремся со следствием. А вот эта статистика, которую мы приводим, мы рассказываем о статистике, это есть следствие, а причина в другом. Причина абсолютно в другом. Существует на нашей земле, бывшей СНГ, большой всемогущий рынок работорговли, работающий на правительственном уровне, действующий на правительственном уровне. Что такое рынок работорговли? Так как ни в одном законе, ни в одном кодексе из наших стран в мире вообще не существует понятия, юридическое понятие раб, слово раб как юридическое понятие не существует, просто людей продают. Это есть работорговля. А ту статистику, которую нам приводят, что России потребуется 40 лет, чтобы выдворять нелегальных мигрантов, это чтобы опять-таки нас вводить в заблуждение. В Таджикистане все законы буквально работают на работорговлю. В Узбекистане то же самое, в Киргизии. Рамадановскому нужны, Кремлю нужны эти рабы, понимаете? Работорговцам, которые в Кремле сидят. У них есть свои генералы, которые находятся в Таджикистане, в Узбекистане, своя сеть. Понимаете, работорговля это очень развернутая сеть. Кто Сандов? Ты Сандов, да? Вот вы находитесь здесь, да? Кто у вас здесь хозяин дома? Володя? Володя. Володя, как его зовут? Фамилия как его? Фамилия не знаю. Что он с тобой сделал? Он стрелял. Покажи, где стрелял. А за что он стрелял? Он сказал, все будете бесплатно работать. Бесплатно работать будете, да? Все будете делать. Стяжковые, шпаклевку он сделали. Два. Все сделали бесплатно. Он говорит, еще 47 тысяч вернете. И потом я вас отпускаю. Паспорта взял он. Так. Хуйня пока, да? 50 килограмм уже на спине бы. 75. Чё? Хуйня, да? Давай, вали, Женя, помогай. Ну давай, Жень. 100, да? А чё, ты 6 мешков обещал? Чё? Давай еще парочку. А шо, ты чё? Вот так вот деньги надо зарабатывать. ягон давлати дунё ба қудрат наметавонад ки томи мардумам дар мамлакати худаш бо ҷои коре ки ба талаботи мардум ҷойгӯй бошад таъмин сода нест давлат белки дар душанбе мо америкоишам омада кор кардааст великобританияшам омада кор мекунад хитоишам дигаршам мо мехоҳем дар давлат кор кунем агар россия набошад куҷо мерем ягон таймо шумо на арабистони саудӣ рафтанид на ягон давлати дигар من 15 سالکی خود مهاجرم در دیگه من نمیخوام که 15 سال دیگه یا 20 سال دیگه در اینجا مهاجر بشم برای همین گروه همون تشکیل کردیم که بخیزیم مامور دولت تاجیکستان خود ما نشان بدیم که
халқ недовольный хестай халқ. Мо норозием аи политикаи ози рафтеса, мо норозием. Мо мехоҳем баргардем Тоҷикистон. Барои ҳамон ин ҷунбиш худаш ташкил карда. Многотысячный митинг трудовых мигрантов Таджикистана в Москве откладывается на неопределенный срок. Мэрия российской столицы попросила инициаторов сначала зарегистрироваться в официальных ведомствах города, а потом подать заявление на проведение мероприятия. Уклончивый ответ московских чиновников хоть и огорчил инициаторов, но на этом они не намерены останавливаться. У нас разговор был очень долгий, 2 часа и 40 минут с ними. Они полностью нас поддерживают. Я говорил о наших проблемах, что в России, что творится на рынках и так далее, и так далее. Они обещали мне, чтобы дать разрешение на проведение митингов, где мы хотим. Они в любое место нам предоставляют. Сегодня в повестке дня обсуждается, в частности, улучшение социальных условий в Таджикистане. Так как в Таджикистане на данный период времени жизнь, мягко говоря, не очень хорошая. Здесь собрались люди, в основном оппозиция, оппозиционное движение. В основном люди... Да, то есть многие, здесь все больше не хотят жить в таких условиях. Не хотят просто, потому что мы уже 23 года, да, вот на протяжении стольких лет мы уже живем вот в немыслимых условиях. В 2008 году, если многие из вас помнят, был гуманитарный кризис в Таджикистане. Дети, то есть умирали в своих люльках от холода. И также отойдем тогда в миграцию. Когда наши сограждане умирают, посольства, консульские службы не принимают никаких участий в отправке этих людей на родину. Только гражданские сами, то есть инициативные ребята сами собирают деньги в основном и отправляют. Замечу, в основном. Корень зла, вы видите, вот персона, это президент Таджикистана, я правильно понимаю? Корень зла, в принципе, это вся система, которую он создал. Я не скажу, что именно он виноват. Система, которую создал он, это повальная коррупция в Таджикистане. Это, в частности, торговля людьми. Есть такое. Это, в частности, торговля людьми. Есть такое. Доброго дня всем. Меня зовут Максут Ибрагимов, председатель Организации возрождения Таджикистана. Как многие из вас знают, на мою жизнь произошло покушение 26 ноября 2014 года за мои политические убеждения. Значит, сегодня я вам покажу следы от покушения на мою жизнь. Было 6 ножевых ударов в области сердца, значит, вот это следы от ножа, как я говорил, 6 ножевых ударов было. Следы остались, несмотря уже прошло почти 35 дней. Вот тут еще одна маленькая была, оно зажило, как видите, а вот большие еще следы есть. Вам это все видно. فеврال بچه‌ها را اومدن در پنجم کامرا برد زدم تو قدی بینکا قدی لیش نمان علاقه در اومدم 25 فوریه ساعت 8:30 تا 9:30 ولی رقم دادن 909 خطی 636 0005 دیاسپورا کلمه شریف یک دختره گرفت ما قطیش گاب زدم ما تو خیلی رقمو سفارتخانه در خورم
خوب بود رقمو را داد ما سفارتخانه زنگ زدم بودم دومشا بختیار بود ما گفتم ابی خیلی برات بچه‌ها رو بردن در کاریدور تو پول همشون کشیدن زدن شد دوبینکا برای چی سبب برای چی که گپ میزنی میخندی یک از نماز میخونه که یک از اذان میتیه بچه ما دیگه ما را دهن نگرفتن نمیشه ما مسلمان ما اذان با همون حدی که خدای تعالی گفته است با همون حد میتیمش یا اگر کلام نبگیره ما را ایرا من کنه نمیتونم بعد چی شده بعد چی شد در اومدم بچه‌ها را شما داد میزنی اذان میتیفته بردن در کالیدور مختصرش نگرفتن منظورم اینه که وقتی تلفن کردم سفارتخانه گفتن که پگا گفتن که هم بچه‌ها را میتونن دادم که او چه دادم تو باید تپلینش کو بگیم ما آخر گذروندم از تلفن اون بگی گپ زدیم گرفتم گپ زدم گفتم پگا میویم ما خودم با قطعا موندم گپ زدم پگا میویم یعنی کنسول یعنی سفارتخانه پاسپورت میام خراشو میام خوب بسیار سوز روزی 25 بگای موزای زدیم مکا روزی 26 در پرسینه که دیجوری مورا در اومدن شمانیت کردن تو همه چیزمون را گفتن مکا بعد فایرود کردن اسمونو فکر کردم برام من اسمونو پاسپورت وقتی تلفن کوه نیست تلفن ندارم چرا ما پاسپورت زنگ میزنم کی گفت اکا فکر که پاسپورت وقتی نگفته باشه ایجاره کیم رنگی گوف فروختگیان مو رنگی بران توار دا بزرگ ما اکی تمام دو زنگ میزنم پاسپورت بگایی ما علاقه دارم برم پاسپورت روزی 26 سحر میان تو نشمون میکنن ببرو اسمونو اینا من اسمونو برو ما خاموش باش تو بینکا دستش میزنم من گوش کنم چانی تو من خیلی دست خاطی براسو ما وزم شرم میگیرم ماگما میزنم تو من چیکار میکنی هیچ کارو کنم نمیتونی تو برای من با بیسیتی نمی‌نویسن در کوشش ناسیونال کانفلیکت میشه در کره تو بیاین دو بینکا پاجاوسا بزن تو هیچ کارو کنم نمیتونی اینا اون اینا دستون بیلی دستون اینا برات کا دالا برو جا برات برو جا مردا گورگاز اینا برات برو تو یک چیزی اینا برات بردن مردا کسا مزاج نیست سلامتیش خوب نیست بردن خاطرم برات باکن کنه برای که من مزام نیست سلامتیم خوب نیست من خلاص همین خودش دیجون فرض کردم خیلی سلامتی خوب نیست ما قدیم بچه‌ها اشتراکی ما همینجا هستن وقتی اومد که اسمونو برو ما پیش وراج رفتیم ابراش سکن همین دسته یا بود کانکریت ما اینا کانکریت نسیم کار به نام پاک خدا سوگند به شیری سفید مادرم. Китай вел свои войска на приграничной территории Таджикистана. Власти КНР аннексировали 1500 квадратных километров. Горно-Бадахшанскую автономную область правительство Таджикистана передало соседям в счет оплаты внешнего долга. Эта территория изначально считалась спорной. Жители Бадахшана не всегда подчинялись решениям Душанбе. Теперь по договоренностям двух стран этнические таджики должны покинуть территорию. Для Пекина это ценное приобретение, так как в Бадахшане большие месторождения драгоценных камней, урана и минералов. Вслед за китайскими военными в область прибыли и геологи. В Таджикистан отправились журналисты подробностей. У нас будет возможность узнать о развитии событий из первых уст. Здесь вместе с китайцами работают местные жители. Хулик Мирзо, как узнал о том, что китайцы предлагают работу в родном Джамуате, не задумываясь, пошел устраиваться. Тракториста с 18-летним стажем работы, условия труда и оплаты устроили. Да, у меня большая семья, мне хватит, все, хорошая оплата. Платят китайцы действительно по здешним меркам неплохо. В сутки от 5 до 10 долларов. Все зависит от вида работ. График у всех один и тот же. С 7 утра до 7 вечера. Для меня было очень интересно узнать, когда я, так сказать, готовился к эфиру, смотрел про личность Рахмонова, что он этнически не таджик, а он карлук. А карлуки – это тюрки. А тюрки и таджики – это совершенно разные народы, поэтому в этом смысле, так сказать, может быть, это дает основание для неких спекуляций о том, что Таджикистан для него нечто такая, чужая страна, чужой народ. Но это бог с ним.